видите, да, находятся выключатели. Вот самый вот первый и второй выключатель, они у нас называются масляные выключатели. Как невидимая энергия заряжает оборудование и как оно устроено. Тонкости профессии постигают будущие электромонтеры, студенты топливно-энергетического колледжа. Экскурсия проходит на одной из малгобекских подстанций. И главное правило, о котором гостям напоминают сразу, не подходить близко к оборудованию. Оно под высоким напряжением. Экскурсовод рассказывает ребятам об устройстве трансформаторов на безопасном расстоянии. Но и этого хватило, чтобы впечатлить будущих энергетиков. Лекция, конечно же, объемная и познавательная. Узнали, что есть такая станция, как Малгобек-3, и как она работает. В теории, конечно же, мы все знали, устройство и саму принцип работы трансформатора, мы все это знали, но на практике очень приятно, когда мы видим своими глазами и можем понять, что это такое. Организатор экскурсии МРСК Северного Кавказа. Такие практические занятия для студентов проводят каждый год. Для экскурсии именно эта подстанция выбрана не случайно. В городе воинской славы таких всего 3. Подстанция Малгобек-3 относится к питающим центрам нового поколения. Перевод абонентов на новую линию начат только в прошлом году. К ней уже подключилось около 500 домов, а также несколько образовательных объектов. Постепенно на подстанцию будет переведен весь город. Подстанция управляется уже дистанционно. Имеется компьютер с управлением работой данной подстанции. Облегчается, то есть полностью процесс управления подстанцией одним человеком производится. То есть он находится в помещении, в диспетчерской, вот у нас называется, и там ведет контроль, измерение, напряжение, проверяется. Благодаря автоматизированной системе управления сотрудники могут получать информацию о состоянии схем подстанции и в кратчайшие сроки устранить перебои в электричестве. Студентам объясняют, на энергообъекте также смонтированы 2 силовых трансформатора мощностью 16 мегаватт каждый, 3 электрогазовых выключателя в 110 киловатт и 12 разъединителей той же мощности. Узнать, как устроено то или иное оборудование для студентов – большая удача, отмечает Григорий Меньшиков. Ведь на экскурсии как раз затронуты именно те дисциплины, которые они сейчас проходят в колледже. Это техника безопасности в сфере энергетики. Это есть такой спецпредмет, как организация работ по сборке, монтажу и ремонту, организация и технология проверки электрооборудования. Это все спецдисциплины, которые им в будущем пригодятся. Сегодня они это подкрепили на практике. Мы как раз недавно буквально проходили именно все то, что они сейчас здесь увидели. Для студентов топливно-энергетического колледжа такие экскурсии, несомненно, лучшая возможность закрепления теоретических знаний. И, что немаловажно, шанс трудоустроиться в будущем. Дана Плиева, Марбек Миржоев, Новости 24.